Всем привет! На прошлом уроке мы рассматривали вот такой вот массив с возможностью фильтрации по текстовому полю. Я думаю, вы справились с этим заданием. Если же нет, еще раз посмотрите предыдущий урок и постарайтесь выполнить домашнее задание создания вот такого массива, его вывод в шаблон страницы и фильтрации с помощью значения ng-мода нашего инпута. Ну а в этом уроке мы с вами поговорим мы с вами о ng-repeat директиве, которую мы уже изучали, но здесь есть много еще чего интересного и полезного. Во-первых, здесь имеется несколько переменных в каждой директиве ng-repeat, которые иногда очень полезно использовать. Во-первых, это переменная индекс, который показывает текущее число, то есть ключ массива. Вот здесь нулевой индекс, первый, второй, третий и так далее. Тип number, то есть числовой тип. Всех остальных переменных тип boolean, то есть true или false. Итак, есть переменная first, то есть она показывает элемент первый в массиве или нет. Показывает middle, переменная еще есть. Если она находится если перед ней какие-то элементы есть и после нее какие-то элементы есть, то она является middle. То есть в данном случае у нас вот Москва и Виена являются middle переменными. Last, то есть последняя переменная, последний элемент. Переменная even и переменная odd это соответственно четные и нечетные. Так, давайте посмотрим, попробуем применить эти переменные на практике. И еще посмотрим один интересный момент. Это вывод ассоциативных массивов с помощью ng-repeat. Как мы с вами видим, у нас в данном случае ассоциативный массив, где ключ является не число, а какое-то значение, в данном случае столицы какой-то страны, а значением ее является страна. И выводится это с помощью ng-repeat, вот в кавычках. Обычный массив мы просто выводим вот a in object, и вот track by index это track by нашим по индексу, то есть с 0, 1, 2, 3 и так далее. А ассоциативный массив мы выводим с помощью вот в круглых скобках значение, вернее ключ, и через запятую значение. Мы задаем и здесь выводим ключ и значение. Вот если мы еще выведем индекс, то мы получим порядковый номер каждого элемента в массиве. 0, 1, 2, 3 и так далее. Также мы можем использовать наши переменные вместе с ng-if. К примеру, если ng-if у нас first, то мы, к примеру, выводим наши элементы например, вот через запятую. Давайте попробуем вывести. Здесь двоеточие, а тут через запятую. А здесь наоборот. Если ng-if с помощью восклицательного знака мы делаем отрицание, то есть если любой элемент только не первый, либо если первый равно false, то выводим вот через черточки. Посмотрим, что у нас получится. И смотрите, мы первый элемент выводим через запятую,
двоеточие, а все остальные через черточки. Точно так же last и last. Переменную last мы задействовали. При этом мы можем еще переменную middle как-то, вернее, вот так можем сделать first сначала, first, потом last и еще middle. Вообще 3 типа сделать. Так, не знаю, можно вообще через восклицательные знаки как-то вывести, чтобы это было заметно, чтобы оно как-то отличалось. В итоге мы вывели первый элемент через запятую двоеточие, последний через черточки, а все средние через восклицательные знаки. Еще есть вот такие полезные штуки, как фильтры. Мы можем фильтровать вывод наших данных с помощью, например, вот uppercase. Тогда наши данные будут большими буквами. Можно с помощью lowercase. Пишется вот так. Но в данном случае у нас и так все с маленьких букв, поэтому это не будет заметно. Например, можно у первого индекса, первого элемента вывести страну, и у последнего, например, а в средних вывести, вернее, страну у средних, а город, столицу у первого и последних сделать большими, чтобы было более заметно. Вот так мы еще можем делать, и с помощью even и odd, то есть четные и нечетные, тоже можем как-то фильтровать данные. Например, если четные, опять же, у нас будет страна с большой буквы, большими буквами. Если odd, то есть нечетные. Так, еще раз, у нас будет вот у нас вывелись четные с большими буквами столицы, а нечетные с большими буквами страны. Так, что мы можем еще здесь посмотреть? Ну вот, трекинг, дубликаты индексов создаются, когда мы не добавляем track by index, поэтому, чтобы не было таких ошибок, зачастую вот добавляют вот в ng-repeat директиву track by index. Это очень полезно. Ну, я думаю, на этом все. В следующих уроках мы рассмотрим еще много чего интересного. Так что до встречи в следующем уроке.